По упрощенной схеме, без пересдачи экзаменов, более 170 граждан Абхазии уже обратились за получением российских водительских удостоверений в первый же день, как начал действовать облегченный порядок, но и желающих все больше. Документы принимают в Сухуми сотрудники нашей госавтоинспекции. Процедура простая и понятная, а главное, не занимает много времени. Алена Евтюкова увидела, как все работает. У нас запись сейчас уже сегодня ведется на субботний день, то есть четверг, пятница у нас все расписано. Такой ажиотаж из-за начала выдачи здесь российских водительских удостоверений. Это временное подразделение открыли на базе управления ГАИ столицы республики Сухума. Прием ведут прикомандированные сотрудники нашей госавтоинспекции. Здесь у нас и наши права выдают, и здесь на том же месте выдают сейчас российские. Очень хорошо. Сделали здесь и удобно, и быстро. Российские права нужны, чтобы иметь возможность въезда на территорию нашей страны. С 1 апреля вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений на российские. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии, имеющие также наше гражданство или вид на жительство, могут получить водительские права в упрощенном порядке. Гражданину необходимо предоставить паспорт гражданина Абхазии, паспорт гражданина Российской Федерации, само водительское удостоверение гражданина Абхазии. Медицинская справка не требуется, оплата за водительское удостоверение не требуется, сдача экзаменов не требуется. В течение 5 рабочих дней изготавливается водительское удостоверение. У меня много друзей в России, иногда выезжаю на машине, и сейчас новые правила требуют водительское удостоверение российское. Ну и решил сделать. С документами порядок должен быть всегда. Для контроля и для россиян, и для Абхазии. Надо выполнять законы того государства, где ты находишься. Находясь в России, российские законы действуют. Надо их знать и выполнять. Открытие временного подразделения ГАИ России непосредственно в Сухуме значительно упростило прохождение процедуры. Прием граждан ежедневно со вторника по субботу в режиме одного окна. Необходимо будет обратиться сюда со всем набором документов, оформление 10 минут и пригласят сюда на фотографирование. До этого, когда сказали то, что нужно в Краснодарском крае менять, очень много нюансов, очень много документов. А для меня это сейчас чуть-чуть сложно, так как я в положении, и ездить туда для меня было прям очень сложно. Но когда я услышала новость о том, что мы можем уже у себя возле дома получить водительское удостоверение, это не могло не обрадовать. На самом деле очень упростили задачу нам. Местные жители просто безумно счастливы. Буквально вчера записался, сегодня ксероксы сделал, очень быстро. Из-за большого спроса решено было даже увеличить в 2 раза окна приема документов. Прием граждан мы начали осуществлять с 14 числа, то есть за 2 рабочих дней мы приняли 330 заявлений. Количество граждан, которые должны обменять водительское удостоверение, по нашим подсчетам, от 40 до 50 тысяч. Также граждане Абхазии могут получить российские водительские удостоверения в упрощенном порядке без сдачи экзаменов и справок на территории России. Примут их в экзаменационных подразделениях ГАИ в столицах всех российских регионов. Капов, подойдите, 6-е окно. Получить права по упрощенной схеме можно будет в течение года и в Абхазии, и на территории России. Алена Евтюкова, Иван Пахомов, Татьяна Бакульна, Сергей Чинджерия, Екатерина Овсянникова и Дмитрий Баранов. Первый канал.